Здесь те, кто справиться со своей проблемой самостоятельно не смог. Позади уговоры и слезы родственников, долгий курс терапии, а теперь реабилитация. Первым делом с пациентом работает медицинский психолог, проводит групповые и персональные занятия. Задача специалиста – найти для человека мотивацию, ту самую зацепку, которая поможет победить недуг. Поднять его самооценку, развить его адаптивные все качества, чтобы он смог в дальнейшем самостоятельно решать свои проблемы, трудности, сталкиваясь с ними в жизни. Научить этим формам адаптации, восстановить отношение его к себе, к своим близким, к родным. 10 реабилитационных коек никогда не пустуют. Здесь и мужчины, и женщины. В основном это жители Сыктывкара и юга Коми. Северные территории обслуживает Воркута. Там уже больше 10 лет работает своя реабилитационная служба. Как, впрочем, и в других крупных федеральных медицинских центрах. Есть люди, которые идут именно целенаправленно. То есть раньше, когда была реабилитация только в Воркуте, то есть люди ездили раньше постоянно наркозависимые и люди с алкогольной зависимостью, они то есть ездили либо в Санкт-Петербург, то есть там, в Москву в реабилитационные центры, в Воркуту тоже немало направлялось в реабилитационные центры. То есть на сегодняшний день есть такая возможность оказания вот именно реабилитационной помощи именно в городе Сыктывкар. Также приходится очень тяжелая нагрузка на средний медицинский персонал, потому что очень работа тяжелая, потому что наши пациенты наркозависимые – это одни из самых тяжелых пациентов, которые лечатся в медицинских учреждениях. Помочь медикам в реабилитации сложных алко- и наркозависимых пациентов согласились и священнослужители. Раз в месяц в республиканский наркологический диспансер приходит иерей Свято-Вознесенского храма Сергий Минин. Церковь ведет работу, конечно, не только здесь. У нас есть и братство трезвости, в которое приходят тоже десятки людей, особенно близкие пьющих, и многие из них исцеляются. А с прошлого года в республиканском наркологическом диспансере запустили еще и амбулаторную реабилитацию. На базе дневного стационара помощь медиков и психологов получили 108 пациентов. Для многих этот шаг стал счастливым финалом долгого и непростого пути к освобождению от многолетней зависимости. Виктория Палкина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.